Картофелеводство в Коми собираются перезапустить. На совещании в Минсельхозе обсудили потенциал отрасли. За столом переговоров собирались фермеры и крупные предприятия, а также селекционеры. Поговорили о проблемах, попытались найти пути их решения. О чем удалось договориться, расскажет Наталья Юрина. За столом ученые-селекционеры, сельхозпроизводители со стажем, представители кооперативов и крестьянско-фермерских хозяйств. Особый упор на проблемы, с которыми столкнулись производители. Республика Коми располагает благоприятными агроклиматическими условиями, которые необходимы для эффективного производства картофеля. Картофель – это единственный продукт, которым сельхозтоваропроизводители способны обеспечить жителей республики. И вроде климатические условия необходимы, и потенциал высокий, только показатели не радуют. Вслед за снижением площадей под посев картофеля сократился и объем продукции. За последние годы наметилась тенденция к снижению, к сожалению. Но я думаю, что надо перезагрузить эту тему, и мы увидим в ближайшее время, куда нам лучше двигаться по картофелеводству. От качества семян до погодных условий на успешный урожай картофеля, как и в любой культуре, влияет множество факторов. Одна из проблем у крупных сельхозпроизводителей – цена. Продают картофель перекупщикам. Стоимость небольшая, чуть выше себестоимости в 10 рублей. Требует обновления и техника. Последние крупные поставки оборудования по линии Минсельхоза были около 10 лет назад. Среди предложений обратиться к опыту программ, которые действовали в республике в 2011 году. Разрабатывают субсидирование картофеля, 70% это оборудование, элитное семеноводство тогда возмещались удобрения, которых сейчас у нас нет прямого возмещения по удобрениям, тогда у нас возмещались пестициды, то есть некий круг обязанностей, который выполнял Минсельхоз, он озвучил, министром было озвучено тогда на то время, в 2011 году, и с нас было обязательство, что мы должны заниматься определенной площадью гектаров. Работают селекционеры и над новыми сортами картофеля, в разработке 4 вида. Из них 2 заявлены сорта – Зырянец, Вычегодский, и сейчас готов новый сорт – Печорский. Все документы это. А один, это, говорится, гибрид перспективный, он и для нашей зоны, он поздний. В дальнейшем в планах у Минсельхоза расширить сферу реализации картофеля. Помимо товарного предназначения, картофель планируют применять в фармацевтической и химической сферах. Наталья Юрина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.